Здесь я, в этих прекрасных стенах, конечно, не первый раз, но именно в женском сообществе, в вашем женском сообществе первый раз. Поэтому постараюсь отнести со всем уважением и пиететом, потому что у меня тоже уже сообщество 9 лет. Это в большей степени школа, в меньшей степени клуб. Сейчас это выросло в социальные проекты. В общем, работа большая. 9 лет – это действительно срок. Это уже 10-й год пошел, в этом году будет юбилей. Я сидела, знаете, и думала, и с Гульнарой советовалась, говорю, какую же тему раскрыть, потому что на самом деле тем действительно можно много раскрыть. И я пыталась сейчас настроиться, думаю, где глубже копнуть, что вам дать. Но сейчас, знаете, я, честно говоря, хотела бы на ваш вопрос настраиваться. Я немножко раскрою, чем мы занимаемся. Прям, знаете, такая практика махровая. Вот это важно, потому что я вижу истории, я вижу, как я поменялась, я вижу, что с девушками происходит. Поэтому здесь никакой теории, одна голая практика. И вы мне потом направите, да, что больше хочется раскрыть, чем поделиться, что вы могли бы с собой сейчас унести. 9 лет назад вы здесь, почему вы здесь, да, наверное, потому что у вас тоже какие-то есть вопросы, на которые вы не нашли ответы. Есть что-то в жизни, да, что вас не устраивает, то есть, или, может быть, вы хотите поменять, но не знаете как. Если у вас было такое стабильное, такое толстое счастье в жизни, вы бы сейчас здесь не находились, вы бы просто в нем плавали. И значит, сейчас вы находитесь в точке роста. И всегда, когда меня спрашивают, а кто к тебе приходит? И ответ всегда понятен, ответ один. Девушки, которые находятся в периоде роста, в периоде изменений их жизни. Значит, что-то сейчас в вас развивается. И так и у меня 9 лет назад произошел кризис, произошла моя личная семейная трагедия. Но так получилось, Господь ведет, что я человек, который 11 лет была в IT-технологиях, по образованию я программист, работала, последняя моя должность была директор по развитию. Мужчины вокруг постоянные, айтишники, партнеры айтишники, металлурги, клиенты. В общем, такая мужская энергетика была. И тут вдруг я зачем-то, я не могу до сих пор объяснить это зачем, открываю рот, и то, что я говорю, дает старт женскому клубу. Хотя подозреваю, что когда дети рождаются, когда вы становитесь мамочками, да, очень многое в нас энергии меняется. И то, что раньше для тебя было нормально, ты это уже не можешь дальше в этой жизни реализовывать, потому что твое сердце, твоя природа, она становится немножко другой. Так и я поняла, что меня звали, конечно же, обратно на очень высокие позиции, но я поняла, когда мне сказали, что больничного не будет, няня, и я думаю, так, я рожала его для чего? 35 лет, чтобы сдать куда? Да? Вот. И я поняла, что нет, я этого не сделаю. И когда вы желаете чего-то, да, начинает выстраиваться пространство вокруг нас. Да, мы тогда расстались с моим супругом, но он сказал, что не выходи на работу, я поддержу, занимайся любимым делом. То есть мы по-человечески, мы расстались в благости, я считаю. Была трагедия, была серьезная проблема. Но, знаете, надо не только уметь создавать семью, надо не только уметь ее развивать, нужно еще уметь достойно расставаться. Так, чтобы это было в рост и мужчине, и женщине, тем более детям. Потому что часто мы видим истории, когда там столько горя, люди не умеют прощать, люди не умеют благодарить, не умеют ценить то, что было, а оно было, и было хорошо. А еще самое страшное, когда дети на поле боя, да, у нас оказываются дети, и мама начинает говорить про пап плохо, папы про мам. Это страшная история. Я сама дитя такой истории. Но когда у меня случилась эта трагедия, сказала ни одного плохого слова про папу, только любовь, только уважение, только благодарность. Это все, что должен в себе взращивать мой сын, и то, что делала я внутри своей души. И я хочу сказать, вот это вот, знаете, саморазвитие, самоисцеление, оно явилось благостью для всего. И для развития тех самых отношений, да, с моим, например, вот бывшим супругом, которые, по идее, должны были там зачахнуть или перейти в какой-то там нейтралитет. Нет, это дружба, мы все равно родные, у нас сын все равно общий, и все равно мы для него мама и папа, семейные традиции, мы все равно будем сохранять. Это шло все во благо, и я вижу, как я выросла, как он вырос, потому что, почему? Потому что он, отец моего сына, я все равно молюсь за него. Что бы ни случилось, я молюсь за него, я желаю ему блага, я дарю ему благодарность, и я вижу, как у него расправляются крылья, как он растет, и это абсолютно искренне, но к этому нужно было прийти. Дело в том, что вот эта благодарность, она иногда
и часто она не рождается сама по себе. И нужно потрудиться, чтобы искренне радоваться другому счастью, чтобы искренне радоваться человеку, даже если он тебе ничего не сделал, или даже, может быть, сделал какие-то не очень хорошие вещи. И когда мы это удается, это взращивать в себе, эту благодарность, то вы не представляете, какие блага, а может быть и представляете, скорее всего, у вас в жизни точно были такие примеры, когда происходит какое-то печальное событие, а вы все равно благодарны. В этот момент происходит соединение, потому что высшие силы, это же они, да, это они направили для того, чтобы что-то произошло в вашем сердце. И в этот момент, когда происходит доверие, ты понимаешь, да, значит, так и надо было. И в этот момент открывается новая дверь. Вы прошли уровень игры, да, и вы уверенно знаете такие истории. Так вот, тогда, 9 лет назад, я начала двигаться, отвечая на свои вопросы. Было очень много вопросов в жизни, очень много вопросов, прям вот так, вопрос, еще вопрос, а потом отвечаю следующий вопрос. И вдруг, таким образом, отвечая на вопросы, начали образовываться специалисты. По моему запросу начали создаваться курсы, которые я прям тестировала. Если не подходит, нет. Если не подходит, нет. Я писала список вопросов преподавателю, говорю, пиши курс по этим вопросам. У меня есть, да, потребность, пиши. И люди писали, специалисты, психологи, там, не знаю, коучи, стилисты, актеры и так далее. Они писали, они готовили этот материал, весь прошел через этот организм много-много-много раз. Например, курс «Любовь-перезагрузка», который вы тоже написали по моему запросу, я сама прохожу несколько раз, потому что каждый раз слои снимаются, каждый раз. Мы же там в баню, в генеральную уборку мы же делаем несколько раз. Так и здесь как исповедь, почему священники говорят, ходите на исповедь постоянно, потому что налипает все, налипает чужая ментальность, налипает стрессы, нас вышибает. Поэтому все, что здесь тоже давало, советы, работать со своим телом, со своим духом, со своей душой и мозгом, это действительно наш непрестанный труд. И самое радостное, когда мы видим результаты, мы их видим, и мы от этого каждый раз становимся на уровень счастливее и устойчивее. И вот задача вот моего сообщества, моей школы, это создать такой фундамент счастья, фундамент, базу, где какая бы жизнь токсична ни была, что бы вокруг не происходило, вы та река, которая стабильна. Придут дети, они там что-то не сделали, двойки получили, подрались с кем-то, да? А вы река. Они знают, что не вы истощенная, и надо не попасться под вашу горячую руку, да? А им не страшно приходить домой, им не страшно получить двойку, потому что они знают, что вы не наорете так, что он будет уничтожен, этот ребенок. Мужу не страшно, потому что он не придет к истощенной женщине, которая сама устала, а он знает, что он придет к источнику, ему плохо, ему страшно. Представляете, как сейчас тоже нашим мужчинам страшно, бизнес рушится, да? Жизнь идут, рискуют, самые смелые. И так важно сейчас наша молитва, наша гавань. А как нам дать ее, если нас постоянно на мелкие кусочки раздербанивает жизнь? Если у нас нет опоры, если нам постоянно история отрезала наши корни родовые, как нам стать такой женщиной, благостной рекой? Это целая жизнь, это огромный вопрос. Но самое прекрасное, то, что есть ответы на эти вопросы. И можно двигаться и жить так, что вы будете сами исцеляться постоянно, исцелять тот мир, который вокруг вас находится. И мужчина будет рядом исцеляться, и дети будут исцеляться. И когда вы придете как руководитель, да, а такой тоже может быть, люди будут вокруг исцеляться, потому что решения вы будете принимать из изобилия, а не из того, чтобы кому-то, да, вот, ага, ты тут меня не послушал, сейчас я тебе покажу, кто в доме хозяин. Или представляете, вы поднимаетесь еще выше, вы становитесь политиком, вы становитесь человеком, который очень сильно влияет на мир. Вы создаете законы. Из какого состояния эти законы принимает женщина, которая там оказалась? Представляете, если это будет из состояния вот этой боли девочки, которая когда-то не отработала, которую в детстве настолько ущемляли в чем-то, причиняли ей травмы, а она их не отработала и туда пришла. Упаси Боже, да? То есть это страшно становится. Поэтому я, как говорится, топлю на современном языке молодежи за то, чтобы благостная женщина в любви была на всех позициях, на всех. Недавно встречалась с руководителем комитета в Госдуме, может быть, знаете, такой Бабичев Игорь Викторович. И когда тоже он меня слышал, и он сейчас знает наши проекты, я пришла по одному социальному проекту, и он мне говорит, вы понимаете, очень взрослый такой седовласый мужчина,
Вот какие важные вещи вы говорите. Это про то, какая женщина. Никто про это не говорит. Какая женщина должна быть, из какого состояния, и что для этого сделать нужно. Никто не говорит. И насколько это важно. То есть люди мудрые, проникновенные, которые думают не только о карьере, о деньгах, они понимают, особенно сейчас, вот в этот сложный период, когда мы можем трансформироваться в великое время, когда мы можем на самом деле трансформироваться и накопить больше процентов, как говорится, благодатных людей, да, чем людей, которые жили вот на этих низкой энергетике только из-за корысти. Сейчас потрясающее время. И когда находишь таких людей, и в Госдуме тоже, там тоже есть прекрасные совершенно люди, и они это видят, и ты понимаешь, у тебя возникает вера, что возможно сделать эти изменения в мир. И я еще говорю о том, что слова, что красота спасет мир в лице женщины, это не пустые слова. Это самая настоящая практичная вещь. Это на самом деле вы можете делать, когда вы живете с этой внутренней красотой, с этим внутренним фундаментом. И когда вы выбираете каждый раз, сомневаясь в душе, в сторону света. Нам же постоянно раздирает туда-сюда, там, или что-то не очень сделать, или что-то отдать, наоборот. И когда вы ежесекундно выбираете ту сторону света, это очень важно, вот тогда и происходит исцеление этого мира на самом деле. И мне хочется, чтобы вот женщины, которые живут в России, они стали примером для всего мира, чтобы мы показали, как здесь мы преобразуем нашу страну, и чтобы они сначала подглядывали за нами, да, потом посмелее смотрели. Сейчас все немножко знаем, подглядывают, не умерли, а они умерли. Странно, почему не умерли? Так, надо еще что-нибудь придумать. А мы не то, что не умираем, да, мы начинаем пробиваться. Наша настоящая сила, настоящая вот энергия любви, она начинает, наконец, расти, потому что до этого мы жили, просто удовлетворяя наши потребности. Чужие ценности нам навязывали. В Америке действительно работает формула денежного успеха. Там она работает. Это их страна, это их континент, и там это работает. Мы попробовали, мы испортились. Это не про то, что нам нужно деньги отрицать. Нет, совсем не про это. Это про то, что мы без души жить не можем. Мы на этой территории люди, у которых живая душа. И сейчас она, наконец, начала оживать, эта душа. И мы, женщины, как никто другой, мы можем сделать колоссальный вклад в это. И с мужчинами сейчас, да, наверное, сложно, наверное, такие другие проблемы. Но об нас они могут тоже раскрывать свои лучшие качества. И я думаю, что пенять, жаловаться, думать, что там они какие-то не такие, бессмысленно. Потому что сначала рядом с достойной женщиной они будут как-то отталкиваться немножко от вас, говорить, что что-то. Мне лучше что-нибудь попроще, да, попримитивнее. А потом опять будут возвращаться. И когда вас будет таких больше, например, женщин, которые не спят с женатыми мужчинами, да, представляете, все договоримся, никто, никогда. Как поменяется пространство, да? И чем больше нас таких будет, тем больше в них будет расти благородство. А на самом деле что хочет мужчина? Он на самом деле тоже хочет настоящей любви. Просто ему дико страшно в этом признаться, потому что это максимально уязвимое состояние. Он не владеет собой, да? Но почему страшно-то? Потому что страшно, что женщина как-то не так поступит. Поэтому вот это, как сказать, период расти в доверии, когда он нам станет доверять, и мы ему, это жизнь. Это огромный путь. Но я думаю, что пока мы живы, а чем нам еще заниматься, собственно говоря? Просто есть и одеваться? Да, это скучно. Конечно же, интересно вот этот путь исследовать, и пока мы живы, пока мы не умерли, расцветать в этом. Что бы ни произошло, даже если мы умрем, и мы не сможем так трансформировать мир, как мы хотим, мы оставим след, безусловно. И я благодарна тоже этому пространству, Рустему Фаисовичу, то, что пригласил меня пообщаться со студентками, со студентами, с мальчиками, с девочками. Мы сейчас как раз проект начинаем. Современный суд благородных девиц. Со взрослыми женщинами работаем. Уже все хорошо. Дозрели давать ценности молодым девушкам. И пространство разворачивается потрясающе. Здорово. Да, мои дорогие, рада, кстати, буду сотрудничеству, потом поговорим, как можно это сделать. Но я хотела сказать, вот как раз в этом месте мы пообщались с девушками, со студентками, и когда я услышала их боль, это, я уверена, это, наверное, 10%. Но даже то, что мы услышали, меня это потрясло, потому что я даже не ожидала, что настолько поменялся мир. А знаете, что они сказали?
Они сказали, что ну вот как нам вот рожать? Я говорю, а вы же будущие мамы, будущие жены, там, что об этом думаете? Они говорят, ну как, что я думаю? Я думаю, что мне нужно сначала заработать денег много, чтобы потом родить, и мне не было страшно, что я без денег останусь. Я не знаю, какой у вас сейчас, да, опыт, но вы представляете, 0 опоры на мужчину. И даже в голову не приходит, что она выйдет замуж, пока она будет рожать, кормить, муж будет обеспечивать. То есть настолько вымыли роль мужа, роль мужчины. И мальчики говорят, знаете что, девочкам, я тебе ничего не должен. Да. Это катастрофа. И вот эти психологи, которые говорят, что никто никому ничего не должен. Как так? Крайности, они плохие любые. А как же ответственность? Как же долг перед Родиной, в конце концов? Поэтому нам придется все возвращать. И мы будем прилагать к этому усилия. Я думаю, что это очень благодатная жизнь, когда есть вот такая цель, когда мы будем объединяться и говорить об этом, и двигать это все. Тогда начнется пространство меняться, никуда не денется оно. Без шансов мы все сможем, я в это абсолютно верю. И знаете, я хочу перейти к маленьким таким практическим вещам. Как мы это все делаем вообще, как мы вот формируем? Просто, может быть, вы тоже в своей жизни это примените. Вот с моей точки зрения, и очень крутые психологи, они подтвердили это, они более того сначала сказали, а потом поняла, что я делаю, как они говорят. Для того, чтобы женщина из девочки расцветала в полноценную, такую благодатную женщину, нужно обязательно в 3 аспектах развиваться. Это красота. То есть девочке важно жить всю жизнь, неважно сколько ей лет, и понимать, и знать, и быть уверенной, что она красивая. Но вот согласитесь со мной, если вот на работе к мужчине подходит начальник и говорит, какой ты симпатичный, но работа у тебя так себе, да? Он не обратит внимания на первую фразу, да? Он скажет, ёпа, что я не так сделала? А если подойдут к девушке и скажут, слушай, так сегодня круто выглядишь, но что-то здесь по проекту не очень. Да, если ей скажут, что она фигово выглядит, то она не поймет, что там в проекте все здорово. Она даже не сможет на это сфокусироваться, потому что если мы не чувствуем себя красивой, все остальное катится под откос. Поэтому это очень приятный труд каждый день заботиться о своей красоте. А это не только внешность, да, это как ты одеваешься, какие у тебя манеры, как ты разговариваешь, какие ты используешь слова. То есть это вся красота, вся эта гармония, и все это нарабатывается. И это на самом деле все нарабатывается. Вот это вот самое приятное. И можно каждый день какую-нибудь фишечку добавлять, еще добавлять, что-нибудь поэкспериментировать. Очень приятное. Поэтому можете прям включить в день, в неделю, как угодно, да, какой-то вот такой вот процесс, который благостно влияет на вашу красоту. Вторая составляющая. Девочке важно жить и знать, что она любима и любит. То есть вот в этом вот состоянии любви, сегодня тоже говорили про состояние любви, это... И сейчас тоже немножко такой перекос есть, потому что эгоцентризм, да, вот как бы люди не могут понять, что такое любить себя, как это любить себя, что это что? Это то есть всем отказывать или всех прогибать под себя, всех заставлять делать мне, что это, да? То есть, а как эту нежность в себе открыть? Нежное, трепетное отношение. И вот это целый путь. Я, знаете, я очень интересно нашла у себя эту дорогу. Я не буду сейчас про это рассказывать, тут нужно много что рассказывать. Но это очень важно, независимо от того, там женщина в отношениях, замужем, есть дети, нет детей. У нас разные периоды жизни, согласитесь, разные. Периоды развода, период там, брака, период грустить, разные периоды. Но это очень важно, чтобы в нашем сердце, независимо ни от чего, всегда жила любовь. И для того, чтобы любовь это жила, это тоже целое исследование. Что-то можно для этого делать каждый день. Мы исследуем от тела, от кончиков пальцев до духа. То есть мы работаем над всем, как с родителями взаимодействовать, как с детьми, как выстроить отношения, базируясь на том опыте, который может быть не совсем позитивный. Вот я говорю, у нас курс есть «Любовь-перезагрузка», и он будет у нас начинаться через месяц, может быть. Для меня очень ценно. Я каждый раз как будто бы слышу новое, каждый раз переспрашиваю преподавателя, подожди, ты вот про это точно говорил? Она все смеется надо мной, говорит, слушай, как вообще? Вот, как каждый раз ты что-то выцепляешь? А почему происходит? Потому что у нас есть емкость, да, и мы что-то готовы услышать. И вот мы услышали, взяли, переработали и расширились. И в следующий раз пришли и уже услышали другие слова, которые тогда просто попасть нас не могли. Мы всегда
Да, всегда должна быть готовность переварить. И не надо людей в тренинге как бы толкать, да, это нельзя делать, это может быть вредно, опасно, потому что человек должен быть готов. Когда ученик готов, тогда все будет восприниматься, перевариваться во благо. А если человек не готов, пусть готовится, пусть ждет, сколько нужно. И вот я говорила про любовь, как мы готовимся к любви, поэтому вот этот курс «Любовь-перезагрузка» для меня он сверхценный. И если, например, у вас есть в этом вопросе какой-то вот, да, тоже, ну непонятно, какой-то затык есть. Вроде бы много знаю, а как делать, не понимаю. Тоже можете полюбопытствовать, подскажу, может быть, как-то присоединитесь. И я, знаете, через несколько лет, не сразу, я начала вводить работу как бы, с соединением с Богом, с душой. Потому что начала обнаруживать следующее. Когда женщины становятся сильными, то есть они становятся, ну, как-то вот устойчивые, деньги появляются. То есть были такие сломленные, да, не знали, как найти путь, а тут вдруг раз сильными становятся. И знаете, что происходило? Росла и светлая, и темная сторона. Там росла зависть, там росла конкуренция, там они начинали, сначала они были такие, знаете, слабые, а потом они начали какую-то проявлять вот враждебность. Да, там много всего. Я плакала несколько лет, я плакала, не понимала, что происходит. Потом, конечно, я выросла, да, и я просто перестала это замечать, как дождь. Но что я поняла? Надо сразу направлять людей как раз в эту сторону света, как я говорила. То есть каждый раз, чтобы человек, чтобы женщина, она понимала, да, вот как раз гордыня, это и есть та темная сторона. Где она? Она с этой гордыней, прям, вот когда это отслеживается, такой кайф, поймать это и не пойти туда. И у нас сейчас даже такая появилась игра, я вообще ничего не веду, я не хочу ничего вести, у меня преподаватели. Они говорят: Маша, пожалуйста, веди что-нибудь. Я говорю: нет, это не мое, я готова вещать и так далее, но вести не хочу. И мне приходит от Бога игра. Мне прям звонят и говорят: тебе хотят подарить игру. Какую игру? Я вообще никакие игры не веду никогда, я не хочу. Но потом мне пришло это Писание, и я потрясена, потому что там глубочайшая идет работа с темными и светлыми сторонами души. Глубочайшая. При этом я вообще ничего не слышу. Там записаны процессы, человек вставляет наушники и идет по ней. Я просто пространство берегу. Сколько слез, сколько очищения. Вот люди прям мне говорят: моя жизнь делится на до и после. И там именно работа как раз вот с духом. Поэтому я говорю, любовь – это очень важно. Это от тела. Нам нельзя забыть про тело. Нам нельзя забыть про Бога. Любовь – это не только мальчик и девочка. Хотя, когда женщине говоришь, мы не можем без этого. Нам нужен мужчина, и мы сразу думаем про мужчину. Ну и все, конечно, чудесным образом начинает преображаться, да? Когда любовь становится тотально в вас, то мужчина совершенно другого плана появляется в поле, да, и отношения другие складываются. И поэтому любовь – это то, что тоже очень важно в вашей жизни, чтобы было. Еще хочу сказать, у нас есть еще, знаете, обучение называется «Этикет светской леди». То есть это мы идем уже не внутри, когда тут гармония, мы начинаем вести себя правильно, а наоборот, снаружи. То есть мы разбираем ситуации, например, провокация. Вы находитесь на светской вечеринке, на статусной, вы с кавалером, и тут подвыпил кто-то, например, какая-нибудь дама, и начинает приставать к вашему мужчине. Что делать? Вот что делать, чтобы на нее не наорать, чтобы не уйти с интересного мероприятия, чтобы не наехать на своего мужчину? Что сделать с точки зрения этикета, чтобы это было элегантно, достойно в любой ситуации, чтобы это вас не скомпрометировало? И вот я хочу сказать, что мы вот такие вот вещи в мелочах разбираем. Когда тебе просто объясняют, как здесь нужно было поступить, ты вдруг внутри что-то тоже такое, да, в себе начинаешь чувствовать иначе. И тебе становится очень просто в этих ситуациях двигаться. И дело в том, что когда вы будете расти, когда вы захотите какого-то мужчину уже другого уровня, надо соответствовать. Надо уметь в таких ситуациях вести себя достойно. Знать, если тебя приобняли, что делать, это можно или нельзя. Вот на публике, да, то есть как? На деловой встрече, на светской встрече, на дружеской встрече, семейный этикет. Простые правила, очень все легко. И вот мы этому тоже учим. Я поняла, у меня же преподаватели, некоторых я как бы очень быстро не уходят, а с кем-то мы работаем долго, потому что я вижу эффект. Я на эти курсы сама регулярно опять хожу, потому что я понимаю, что закрепление идет и рост идет. И вот светский этикет, там тоже Оксана, мы с ней работаем, раз в год проводим это обучение. И
очень практичная, просто практично. Более того, когда уже заканчивается курс, возникает ситуация какая-то сложная, ты пишешь, так и так, там, пошла на встречу, ну, как бы я была инициатор встречи, мужчина там статусный, я инициатор, пришли на там, обед, ужин, кто платит? Я вроде женщина. И по-моему, у него очень интерес ко мне есть, как быть, как разрулить ситуацию. Интересные разборы происходят. Поэтому тоже, если интересно, мы прям в воскресенье начинаем тоже это обучение, вот как бы готовы какие-то практические инструменты давать. Ну и третья, конечно, составляющая, про которую тоже здесь говорили, это творчество. То есть творчество и дело любимое. То есть женщине важно обязательно заниматься любимым делом. Если работа ваше любимое дело, прекрасно. Если вы где-то рисуете, танцуете, поете, прекрасно. То есть вот это важно, чтобы утром вы подпрыгивали и не только думали там муж, дети, да. То есть это будет очень тяжело, если ваше счастье будет только в них. Но вот это вот дело любимое, да. Вот я думаю, ты, Гульнар, тоже сейчас делаешь вот это вот застолье, это твое любимое дело, это твоя душа, это дает жизнь, энергию, это очень важно. И мы, каким образом женщин бодрим эту энергию, мы ставим спектакли. У нас курс актерского мастерства. Мы разные варианты испробовали, но вот курс актерского мастерства уже 8 спектаклей поставили. Выводишь женщину на сцену, она читает стихи, и так становится хорошо, люди плачут, она читает, понимаете, всем классно, ей хлопают, она чувствует себя самой прекрасной. Все, прорвалась творческая энергия, и что происходит? Она начинает понимать, что же она на самом деле хочет. Понимаете, вот эта творческая энергия, когда она мощная, она дает возможность соединиться со своими истинными желаниями. Очень интересно, хитро, да, когда ты идешь к психологу и пытаешься так директивно, иногда не получается. А мы вот так берем и в обход ее, раз на сцену, она, все, сердце попало, выступает. Там. Я сама во всех спектаклях участвую. В общем, сильно затягивает и сильно круто. Поэтому просто рекомендую, если вы не знаете еще, какое ваше творческое дело, все попробуйте. Попробуйте, найдите свое. Это на самом деле работает, это приятно. И, понимаете, это не просто приятно, это то, что даст вам вот этот самый фундамент. Поэтому вот эти 3 составляющие, красота, любовь, я называю призвание, видите свою жизнь, делайте каждый раз, и у вас будет фундамент и для личной жизни, и для социальной жизни, для политической жизни, для бизнеса, для всего, для настоящей дружбы. Спасибо вам большое. Да, кстати, наш проект, вот этот самый социальный, суд для современных, для благородных леди, если у вас есть какие-то мысли, да, какие-то предметы, как пообщаться с девочками, ну какие-то, в общем, коллаборации, да, я открыта, буду рада, у нас сейчас это все очень живо, поэтому мы готовы сливаться в альянсы.